Привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Здравствуйте! Сегодня у нас два интересных сюжета. И начнем мы с самого интересного сюжета. Это фестиваль молодежных субкультур «Зажигай вместе с нами». Юбилейный. Фестиваль этот идет несколько дней. Там представлено огромное количество молодежных городских субкультур, связанных со спортом, со здоровым образом жизни, с активной жизненной позицией. Мне было очень интересно посмотреть на воркаутеров наших, которые на турничках и на брусьях показывают разные крутые штуки. Возможно, люди, которые, скажем, и не за здоровый образ жизни, они придут, и выступления этих людей, которые делают иногда даже какие-то невозможные вещи, их смотивирует хотя бы задуматься над этой темой, над темой ЗОЖ. Тем более, что очень многие, может быть, интересуются какими-нибудь направлениями, но не знают, с чего начать. То есть, может быть, я слишком стар уже для этого. Да не стар, ты не стар, попробуй. Может, я слишком старк для этого. Именно благодаря фестивалю «Зажигай вместе с нами» построили для скейтеров такую штуку, как рампа. Чудеса, небывальщина. Тем более лето у нас короткое, и мероприятий не столь много. Задействующих такое большое количество людей, не только с Якутска, но и приглашенные музыканты, и приглашенные люди для мастер-классов. Фестиваль охватывает очень большую аудиторию, поэтому не сидите дома, ходите по фестивалям и развлекайтесь вместе с нами. И еще один плюс этого фестиваля, что он бесплатный, конечно же. То есть каждый может прийти, каждый может поучаствовать и открыть для себя что-нибудь новое. В этом году свой юбилей празднует фестиваль молодежных субкультур «Зажигай вместе с нами». 3 дня на нескольких площадках города будут проходить батлы по разным направлениям. Сейчас мы находимся на Комсомольской площади, где проходят соревнования по роллерблейдингу, скейтбордингу и BMX. In the beginning there was hip-hop, and somewhere in between came me. Rhyme with a lot of MCs, but still I needed a team, just me and a dream. Richie's external recording box, making songs a cappella, no beat, just wanted to rock. Поздравляю тебя и всех зрителей с нашим юбилеем. Но это что значит? То, что сейчас происходит именно фестиваль, это значит нам нужно молодежи. В совокупности получается 22 направления. Лидеры растут, внутреннее желание заниматься у них всегда есть, и они уже участвуют не как участники, они участвуют в организации фестиваля. Направление BMX, которое сейчас у меня за спиной происходит, 2 лидера есть, это Володя Петров, Чигыл Стручков, крутые ребята, равных им нет, поэтому они уже принимают в организационной части, они сейчас жюри, они знают все трюки, они знают, как правильно поставить ногу, как развернуться, под каким углом, и поэтому это объективное судейство. Привет, меня зовут Рамис, я участвую в направлении BMX. Начал заниматься примерно года 3 назад, а выбрал, потому что это такой спорт, в котором работает чистая фантазия. Что влияет на развитие техники? Тут уже ты сам влияешь на это, ведь ты думаешь над трюком каждым, как ты его делаешь, и прорабатываешь его в голове. Меня зовут Турантаев Григорий, я участвую в направлении Aggressive Inline. Это такой вид роликов, когда ты можешь гриндить и гребы всякие разные ставить. Ты более чувствуешь дорогу на аграх, чем на обычных роликах. А зимой, допустим, где вы занимаетесь? Зимой не занимаемся, в том-то и дело, поэтому приходится заново все учиться. Открытый скейт-парк был бы, здорово. А ты же сам был участником, в каких годах? Расскажи, чем занимался. В 2006 году в Дворце детства был первый «Зажигай». Я катался на роликах, ничего не было, не скейт-парк, мы трубы скидывались по 100 рублей, тварщикам давали, чтобы они нам заварили рейл. Мы сами трамплины таскали с русского театра на театр оперы и балета. И на Комсомольской площади в 2000, не помню в каком году уже, намного позже построили рампу железную, можешь помнить? Первую рампу? Да, первую. Дома строят, первая свая, также первая рампа. Вот именно. На самом деле эта рампа, она послужила огромным толчком. Меня зовут Слепцов Платон Юрьевич. Участвую в направлении классический слалом по роллер-спорту. Конечно же, самое главное – это желание и стремление.
А то бывает, что покупают лучшие ролики и не учатся ничему, просто побегать и все. Славом я полюбил не просто за то, что он не ущербный, а вообще он большое удовольствие приносит при разных маневрах, поворотах, разворотах и так далее. Меня зовут Артем, я приехал с города Нерюнгри поучаствовать на зажигае в дисциплине роллерблейдинг. Ну, здесь ребята катаются довольно хорошо, здесь они все вместе друг другу показывают, учат друг друга. Что тебе лично дает спорт, кроме физического развития? Много друзей, упорство, труд. Это никогда ничему не помешает. Отвлечься немного от реального мира, не в смысле виртуально, а погрузиться просто в наушниках, в музыку. Снимает стресс и просто ты получаешь удовольствие от того, что едешь, и тебе пофиг на свои проблемы. Единственный способ отвлечься от всего. Ну, спасибо. Удачи тебе в соревнованиях. Спасибо. В парке развернулся танцевальный баттл. Ребята покажут свои навыки в разных стилях, таких как хип-хоп, вакинг, хаус и не только. Каждый год у нас танцоры становятся все сильнее, баттлы все круче. На самом деле в этом году было все четко. Диджей у нас, МС. Но чем больше у нас будет таких мероприятий, тем быстрее у нас будет развитие вообще всего. Меня зовут Захаров Витя, кличка Мергачан. Я участвую в стиле паппинг. Мне еще с детства говорили, что я хорошо танцую, но я посмотрел «Шаг вперед 3» и увидел робота этого. И начал повторять. Сначала роботинг, потом узнал, что такое паппинг, и пошло-поехало. Жестко заряжаюсь на весь год, чтобы дальше тренить, в следующем году еще раз выиграть. Меня зовут Свеки, я участвую в направлении хаус, вакинг, йоу-стайлс. Вообще я фанкерша, и мне нравится то, что как бы фанки кач идет наверх. Более легкий танец, более как бы раскрытый и более веселый, так сказать. Мне это больше нравится. Каждый год соперников все больше и больше. С одной стороны, это очень сильно рада, с другой стороны, как бы я сама тоже боюсь сейчас из-за батла, потому что, есть волнение именно то перед батлом, когда выходишь, вот уже вышел, и ты должен показать себя на 100%, и ты себя показываешь. Это огромное удовольствие для меня. Мы снова переместились на Комсомольскую площадь, и сейчас начинаются соревнования по трекингу, воркауту и паркуру. Всем привет, меня зовут Михайлов Проня, я тренируюсь фрираном и паркуром. Чему научиться сложнее всего? Базе. База – это включать в себя передние, задние и арабское сальто. Через них можно делать разные такие трюки. Видели, да? А что тебе дает паркур, кроме физических навыков? Счастье. На батл трекинг зарегистрировалось 10 ровно человек. Я надеюсь, что мы постараемся и выведем наших трекеров, паркурщиков на российский уровень. Мы добьемся этого. Скажи тогда, чего не хватает, чтобы наши трекеры становились профессионалами? Конечно, ультра крутых залов, это главное. И, конечно, желание, чтобы бешеное желание было стремиться к чему-то. Закрытие фестиваля посетила группа «Триада», которая посещает зажигай уже не в первый раз. Сами вы когда-либо увлекались уличными субкультурами спортивными? Насчет спортивных не знаю, но брейком занимался около года и около полутора лет занимался граффити. Мне нравилось трюковые всякие штуки, акробатические элементы. Нужно заниматься тем, что действительно нравится. Потому что самый честный, самый правильный, правдивый какой-то интерес, он может привести человека к мастерству настоящему. Молодым рэперам что посоветуешь? Трудиться, еще раз трудиться. Техника, именно читки, она приходит только многократное повторение. Если
ты репетируешь, грубо говоря, 3 часа в неделю, она у тебя появится. Если нет, ну она не возьмется из ниоткуда. Поэтому терпение и труд все перетрут. Повторяли стажем, за стажем, как важен труд, но мы выбирали крышу многоэтажек, каждый круг. Время прошло, и тут слово «если» не имеет места мира. Зажигай исполняется 10 лет. Как вы относитесь к таким фестивалям? Я отношусь к ним положительно за их проведение. Очень много людей вдохновляются такими фестивалями. Чем отличается вообще человек, который много чего добился, от того, кто ничего не добился, и не только возможностями внутренними, а еще тем, что тот, который добился, просто знал, что это можно сделать. И именно поэтому нужно человеку показывать лучшее. Если молодежь будет только видеть мир, ограниченный пределами собственного двора и выпивающим соседом, то он, скорее всего, таким и станет. Не потому, что он бездарь, а потому, что ему просто не показали того, что может быть иначе. И именно фестивали — это очень важная, полезная тема в этом плане. Рэп-повара, триада, классика жанра. Кидай, браво, добавь жара. Давай, 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 давай. Ну а следующий наш сюжет посвящен прекрасной художнице Кыдане Игнатьевой. Кыда написала в своем блоге, что ей всегда было интересно разрисовать наши серые, тусклые дома в какие-нибудь яркие цвета, причем вложить где-то еще частичку себя. Да, и Кыдана решила свои эскизы перенести на фасады наших домов, и поэтому по улице Кирова вы сможете насладиться замечательными рисунками. На самом деле, по всему миру очень часто дома разрисовывают художники, а им специально выделяют пространство под свои какие-то замыслы. В Якутске этого не было уже очень долгие годы, наверное, только в советское время. Соцреалистические картины были, там, рабочие горняки и так далее. Стоит отметить, что это все является частью проекта по благоустройству города к детям Азии. Хотелось бы, чтобы люди отметили это как-то для себя, и чтобы после уже игр это как-то продолжалось, чтобы здания продолжали также разрисовывать, и наша администрация давала ход таким талантливым художникам. Хотелось бы побольше видеть таких ярких зданий, потому что идешь по улице, видишь такое здание, настроение сразу поднимается, и хочется делать какие-нибудь великие и добрые дела. Прям хоть самой взять кисточку и разрисовать какую-нибудь маленькую избушку. Проходя по улице Кирова, невозможно не заметить, насколько яркой она стала благодаря стрит-арту. Мы решили встретиться с организатором Кыданой Игнатьевой и узнать побольше о ее творчестве. Как выбирались изображения и почему именно вот эти? Изображения выбирались в администрации. Я им делала эскизы в фотошопе и отправляла. Как вы видите, изображен наш город. А здесь я изобразила девушку-богиню природы Анна Вахчахатун. Как происходит сам процесс рисования вот на зданиях? Ну, сначала как бы это была общая картина. Потом там прочертили схему, то есть квадратики. Возьмите квадратики, увеличиваем масштабно и рисуем их на фасадах. А как работалось на высоте вот здания? Прикольно. На высоте, кстати, наш город очень красивый. Вначале немножко было страшновато, но я люблю экстремальные виды спорта. Можно привыкнуть сразу. Хочется вот тоже объединить всех художников, выйти на улицу и рисовать дальше. Типа такие же картины. Свои идеи Кыдана воплощает не только на улицах города, но и на своей любимой работе. Родилась, я знала, что буду художником, и я вообще с рождения рисую. Рисую в разных стилях. Пытаюсь попробовать и в академическом рисунке, в живописи, но и люблю экспериментировать в импрессионизме, кубизме. Как ты относишься к моде на искусство? Ну, слишком быть мейнстримным, конечно, не очень, да. Хотелось бы попытаться создавать что-то свое. Но в основном люди говорят, что выработался уже какой-то свой почерк, они говорят, что это именно проявляется в цветах. Ну, слишком такие яркие цвета. Ну, в основном художники Якутии как рисуют? Они же как-то пастельными тонами рисуют. Ну, потому что это же так. У нас же не слишком яркая природа, как бы немножко пастельные цвета. А я вот рисую, слишком вижу все ярко, кажется.
Например, вот нарисовала девушку, всяко разно гадают, почему именно лиса у нее лежит на плечах. Ну, обычно я рисую просто так, ну, конечно, изучаю какие-то символики, что означает, например, какой-то цвет определенный, или вот, например, какое-то животное. Люди говорят, что, например, я нарисовала эту богиню реки Лена. Ну, как-то интересно прозвучало. А так еще говорят, что это божество нашего города. Ну, как-то так гадается, ну, интересно, когда вот так гадает, в общем. Вчера, например, в собрании сказали мне, что Егор Борисов сам отметил, что это лучший вид оформления нашего города. Сейчас я работаю в компании, где рисуют именно цифровые картины. Я раньше относилась как-то не очень, потому что думала, что это работы какие-то бездушные. Ну, так думала, а потом пришла и увидела работу наших художников. Там больше возможностей, конечно. Мне просто нужен планшет и вот эта вот кучка. Как ты думаешь, может ли художник жить без зрителя? Без зрителя? Нет, все равно какой-то зритель нужен. Все равно мы же делаем для чего? Для красоты, чтобы люди посмотрели или как-то одухотворялись, как-то вдохновлялись. Что для тебя важнее отобразить в своей работе? Когда я рисую портреты, хочется как-то показать характер, хочется как-то удивить, что ли, людей, чтобы они не забывали, типа. Я пытаюсь своими рисунками показать более-менее вот позитивное настроение. А есть ли у тебя муза? Музой бывает все, что угодно. И какая-то личность, или даже книга, или какое-то место. И я постоянно нахожусь влюбленной, поэтому постоянно я творю. Дорогие друзья, у нас прекрасная новость. Дело в том, что 23 июля у нас, как обычно, проводится ежегодный фестиваль Open Air Sounds of Sakha. Хедлайнерами фестиваля будут две питерские команды. Это Jane Eyre и Animal Jazz. Будет очень интересно, будет очень круто. И, как обычно, нас ждет замечательная насыщенная программа, где не только любители музыки смогут найти для себя много всего ценного. Дорогие друзья, наша передача, к сожалению, подходит к концу. Заходите в наше сообщество ВКонтакте, на наш канал на Ютубе Проб ТВ и на наш аккаунт в Инстаграме Prop.tv. Оставляйте свои лайки, комментарии, мы все посмотрим. До следующей недели. Всем пока. Пока-пока. Анна Домини и магазин игровых приставок и аксессуаров Аркада представляют 23 июля Open Air Sounds of Sakha. Хедлайнеры группы из Санкт-Петербурга Animal Jazz и Jane Eyre, а также выступления рок-группы Якутска, видеоигры от магазина Аркада, кинопоказы от Geek Cafe, краски Холли, спортивные и настольные игры, ярмарка Marketplace, фаер-шоу и многое другое. Партнеры: информационная сеть ЕГТРУ, Индрайвер, прокатное агентство «Звук и свет». Билеты в кассах кинотеатра «Центральный», Синема-центр и магазине Аркада. Не пропусти Animal Jazz и Jane Eyre на Sounds of Sakha. 16+. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.